В прямом эфире телеканала «Грозный» работает программа «Новости». В студии Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. Борьба с экстремизмом должна быть усилена. Необходима дальнейшая эффективная работа с молодежью. В Пятигорске состоялось расширенное совещание Совбеза России. Большая потеря для мусульманской уммы. В память о Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфе в республике прошли обряды жертвоприношения. Радостное событие для православных республики. Боже, помощь во мне, Господи, помощи мне, почися. В Наурском районе завершается строительство храма Рождества Христова. Важные правила. Раздаем вот такие вот памятки для пешеходов. В регионе прошла акция «Внимание, пешеход». Автомобилистам раздали специальные брошюры. Глава Чеченской Республики принял участие в расширенном совещании Совбеза России, которое прошло в Пятигорске. Российские правоохранительные органы должны взять под особый контроль угрозу, которую могут нести боевики, возвращающиеся из-за рубежа после участия в конфликтах на стороне террористов, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, они могут принести в страну навыки изощренного террора, в том числе свойственного группировке, которая называет себя исламским государством, но ничего общего с исламом не имеет, заявил Патрушев. Он также сказал, что эта группировка не знает государственных границ. Это все очень тревожно, непосредственно затрагивает нас и интересы нашей национальной безопасности. Поэтому необходимо пресечь распространение экстремистской идеологии, пропаганда которой ведется в сети интернет на общедоступных сайтах. Процессы в сфере противодействия экстремизму в округе имеют позитивную динамику, однако качественного улучшения ситуации пока не произошло. Необходима дальнейшая эффективная работа с молодежью. Требуется шире привлекать национальных и духовных лидеров, представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в данной сфере деятельности. Прошу руководителей органов власти субъектов Федерации активизировать взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными организациями в целях профилактики экстремизма. И аппарату полномочного представителя президента взять эту работу под постоянный контроль. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно делал акцент на важность мер по поддержанию стабильной межнациональной и межконфессиональной обстановки в регионах для обеспечения национальной безопасности России. Указом президента от 7 мая 2012 года номер 602 об обеспечении межнационального согласия была начата масштабная работа по гармонизации межнациональных отношений в стране, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации. Принята стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждена стратегия противодействия экстремизму в России до 2025 года и реализуется межведомственный план по противодействию экстремизму на 2013-2018 годы. Создается система мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов. Введен обязательный экзамен по русскому языку, истории России, основам законодательства Российской Федерации для мигрантов. В целом позитивные сдвиги в решении чувствительного вопроса межнациональных отношений, безусловно, есть. В Чеченской Республике в результате проведения широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий банд Панполе практически выдавлен из крупных населенных пунктов, но еще остаются отдельные очаги в горно-лесистой местности. Это результат кропотливой и целенаправленной работы. Секретарь Совбеза также отметил необходимость консолидации российского общества в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Здесь же Николай Патрушев поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и вручил им почетные знаки Совета Безопасности России. Кроме этого, на заседании обсудили внедрение новейшей автоматизированной системы «Безопасный город». Она позволяет обеспечить высокий уровень общественной безопасности за счет круглосуточного видеонаблюдения на всех улицах, площадях городов и районов. Подобные комплексы уже реализуются в ряде регионов страны, в том числе на Северном Кавказе.
И по возвращении из Пятигорска Рамзан Кадыров заехал в Ингушетию в гости к своим друзьям, потомкам Евлия Баталхаджи Белкароева. В их доме глава Чечни, пожалуй, самый дорогой гость. Его здесь всегда встречают радушно. Отмечу, что братские отношения между Рамзаном Кадыровым и Белкароевыми своего рода символ дружбы самых близких родственных уз. За чашкой чая они вспомнили приятные моменты, делились последними новостями. После в Джамате совершили молитву. А затем глава региона посмотрел на волос лучшего из людей, да благословит его Аллах и приветствует, который он ранее подарил султану Кажи. А глава семьи Белкароевых вручил гостю ценный подарок. Putin nähol zääd go kalaga öyle ayalat nähol yok историю садас. Да, сады. Напомню, что по инициативе главы региона в Очкой-Мартане построена мечеть имени известного Евлия Баталхаджи. Благодаря главе Чечни султан Белкароев смог побывать внутри главной святыни мусульман – священной Каабы. Представители братского народа регулярно посещают Чечню и принимают участие во многих мероприятиях, проводимых в регионе. Частый гость братской Ингушетии Рамзан Кадыров. По приезду к соседям он традиционно посещает зиярат шейха Баталхаджи. Накануне пришло печальное известие о том, что не стало известного мусульманского ученого шейха Мухаммада Садык Мухаммад Юсуфа. Он был учителем и другом первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В память о нем в республике прошли обряды сага. Жертвенное мясо раздали малоимущим и семьям погибших сотрудников МВД. Подробности у Хамзата Аюбова. В центре Гудермеса раннее утро собрало главы администрации почти всех сел района. Животных здесь решили сразу отвезти по поселениям и уже там провести обряд жертвоприношения. Непосредственно заклание животных доверили самым почитаемым старейшинам сел. Участвовали и сами главы администрации. جوار وقساغي غير بيشكناخن دالوال دال قبل نساوي التيروريزم. Масштабную милостыню посвятили кончине известного мусульманского ученого. Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф был учителем первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова в Исламском институте имени имама Бухари. Бывший муфти и депутат парламента Узбекистана часто приезжал в республику и посещал семью Кадыровых. Его смерть в Чечне приняли с глубокой скорбью. Обряд сага в его память региональный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова организовал во всех районах республики. Для заклания выделили 70 молодых бычков. Из Шали по селам района развезли уже мясо животных. Для раздачи выбрали самые нуждающиеся семьи, а также родственников сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Помимо жертвенного мяса малоимущим передали и конверты с деньгами, также из регионального общественного фонда. Эта милостыня коснулась и других районов республики. Хамзат Аюбов, Хаважи Мунаев, Ибрагим Налаев. Новости. В парламенте прошло заседание оргкомитета по подготовке празднования Дня Конституции. Собравшиеся обсудили план мероприятий, утвержденных главой республики. В организационной работе задействованы депутаты законодательного собрания, представители министерств, ведомств и руководители местных телерадиокомпаний. Председатель парламента Дуках Абдурахманов призвал присутствующих отнестись со всей ответственностью к подготовке этого праздника. Судьбоносность этого дня, о нем можно много говорить, но можно закончить простыми словами. Сегодняшняя республика, развитая, спокойная, мирная, со своими успехами, состоявшаяся, с авторитетом чеченского лидера Рамзана Кадырова и показом благородного народа, населенного мир чеченского народа и представителей народов, проживающих в Чеченской республике, это итоги референдума того дня. Ахмат Хаджи всегда говорил, мы должны иметь свой паспорт. Вот это паспорт, своеобразный паспорт чеченской государственности.
Вопросы подготовки и проведения единого госэкзамена в 2015 году обсудили на совещании Министерства образования и прокуратуры. В своем докладе министр Исмаил Баканов рассказал, что в этом году уже прошли пробные экзамены по основным предметам. Также, по его словам, регулярно проводится разъяснительная работа с выпускниками и их родителями. В свою очередь, главный прокурор республики отметил, что для максимальной прозрачности и удобства проведения ЕГЭ ведется большая работа. В прошлом году мы провели совместную коллегию с участием Исмаила Владимировича, прокурорского корпуса, его заместителей. Вы знаете, результаты очевидно показали, насколько своевременно был проведен этот форум. Почему? Потому что буквально, во время прошлогоднего единого государственного экзамена мы установили факты, что впервые Министерство образования Чеченской Республики начало использовать свои полномочия по привлечению к административной ответственности правонарушителей, которые выявлялись во время проведения единого государственного экзамена. У нас были факты, публикования измерительных материалов, у нас были факты, когда люди проходили на проведение экзамена с предметами связи, были и другие моменты. В этом году главная наша задача состоит в том, чтобы мы боролись не с последствиями, а устраняли причины, которые вызывают вот такие негативные последствия. Я, Исмаил Владимирович, рассчитываю на то, что вы с Владимиром Александровичем при моей непосредственной помощи проанализируете эту ситуацию и минимизируете те нарушения, которые в принципе могут быть допущены во время организации единого государственного экзамена. Мэр Грозного провел совещание с префектами районов, руководителями департаментов, комитетов и МУПов. В ходе совещания Ислам Кадыров ознакомился с состоянием дел в общеобразовательных учреждениях Грозного, работой по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, а также результатами по сборам платежей за коммунальные услуги и поступлением налоговых и неналоговых доходов. Он отметил, что показатели по сборам за коммунальные услуги и взысканию арендных платежей за использование земельных участков должны быть на высоком уровне. Здесь префект Старопромысловского района сообщил, что работа по установке кодовых замков и домофонов в многоквартирных домах идет активными темпами. На сегодняшний день установлено уже более 600 замков. Остальные, число которых составляет почти 300 замков, будут установлены в срок до 15 марта. Аналогичная работа начнется и в остальных районах. В завершении встречи собравшиеся обсудили план подготовки к празднованию 9 мая. Также мэр довел до руководителей, что по поручению главы Чечни в середине и в конце каждого месяца работники министерств и ведомств должны проводить субботники на закрепленных за ними территориях. Сектор ценлилош пешбу юутака. Вауан цунгой арвала аметик цани алдишвигу. И дукбар диш беш حقيقي شريء وانشكا проект шубада حقيقي. Когда каждые 2 недели в субботу хлещу города. وغالت نخليشو. ويعلمون شرلات بوخوش دقبير وچوبير بال. Бартмолова, да, хакетчина вы. Отчаяние секторшка закреплен был нахан. Каждые 2 недели. Арул, соул, хажар контроль шундаю. И к другим темам. Избавление от ненависти, злости, высокомерия и других пороков. Суфизм сегодня является ориентиром для многих мусульман в мире. В истории нашего народа он также имеет огромное значение. Традиционные ценности в исламе помогли чеченскому народу противостоять идеологам экстремизма. Об истории суфизма и его роли в жизни верующих Зура Саламова. Суфизм на Кавказе имеет многовековую историю. Эпоха основания науки ислама в Чечне связана с именами шейхов Кунта Хаджи Кишиева и Абамадгиря Митаева. Благодаря их проповедям в XIX веке удалось спасти народ от гибели в ходе Кавказской войны. Вероучения богословов нашли отклик в сердцах многих чеченцев и помогли перейти к мирному укладу жизни в царские времена. Все, что противоречит их пути, это является новшеством. Все, кто говорят, что суфизм – это новшество, их призыв является новшеством. Почему? Потому что суфизм – это наука, это душа ислама. Если взять образный пример, если шариат, законодательство ислама является телом, как тело человека, да, то суфизм, тарика, тасауф является душой. То есть душа ислама. Без души человек жить никак не может.
Богобоязненность, духовное самосовершенствование и милосердие – это основные качества, которым философия тассаввуфа воспитывает верующего. В силу различных обстоятельств со временем эти понятия стали искажать. Возобновление суфизма в современном обществе связано с именем первого президента Чеченской республики. Ахмад Хаджи Кадыров в своей борьбе с международным терроризмом опирался на основы суфизма. Благодаря его убеждениям чеченский народ обрел мирную жизнь. Выступив против ваххабитов и других ложных течений, Ахмад Хаджи сказал, что лишь благодаря суфизму и зикру чеченский народ сохранил свое лицо. Ахмад Хаджи Кадыров призывал к традиционному суфизму, который последовали к этому пути наши предки, наши ауля и наши великие ученые, наши муриды. И он восстановил наши основы, истинные основы суфизма. Он связал новую жизнь, современную жизнь суфизма с основой, с древней жизнью. И он смог победить этих экстремистов, ваххабистов, салафитов, которые призывали к убийствам, которые призывали к такфиру. Такфир – это такой термин, когда ты человеку говоришь, мусульманин, что ты кафир, что ты вероотступник. И с такими своими мудрыми призывами он смог с их стороны, с лесов вернуть 7 тысяч человек, которые воевали на их стороне. И с его мудрой политикой, с его мудрым призывом чеченский народ смог возобновить свою мирную, нормальную жизнь. Суфизм – метод, основа которого опирается в Коран, сунну, исследования авторитетных ученых. Это наука, у которой есть религиозные направления, школы и имамы. Сегодня главой республики Рамзаном Кадыровым уделяется огромное внимание ценностям суфизма. Восстанавливаются зиярты святых авлия и устазов, куда сотни верующих совершают паломничество. Проводятся конференции на международном уровне. Летом прошлого года в Чечне прошла международная конференция с участием богословов со всего исламского мира. Эта конференция, можно ее считать, историческая конференция, которая внесена в единую концепцию в нашей республике, которая была принята по поручению главы Чеченской республики. Резолюция, принятая на этой конференции, легла в основу сборника «Суфизм. Безопасность для человека и стабильность для государств», изданного под авторством Адама Шахидова. Книга стала пособием для мусульман республики. В ней опубликованы доклады известных мусульманских ученых, высказывания выдающихся богословов, в том числе первого президента республики Ахмад Хаджи Кадырова. Ради сохранения и защиты суфизма мы заплатили слишком дорогую цену. В годы самых тяжелых испытаний наш народ сохранил свое лицо благодаря суфизму и зикру. Я не представляю, что было бы с моим народом без них. В Чечне только 2 тариката – Накшбандия и Кадирия. Они делятся на религиозные группы вирдовые братства. В республике строго следуют суфистским традициям, почитают своих устазов, известных им шейхов и эвлия. Последователи суфийских тарикатов и тысячи их мюридов подвергались арестам и суровым испытаниям. Однако это не привело к исчезновению религиозных ценностей истинных мусульман. Зора Саламова, Стамир Хаджиев, Тамерлан Арсанукаев. Новости. И в продолжении темы более 1500 человек собрались на центральной площади города Шали. Здесь Адам Шахидов рассказал молодежи о роли суфизма в жизни мусульманина. По словам алима, на сегодняшний день суфизм играет важную религиозную и общественно-политическую роль в жизни мусульман. И его изучение должно стать для верующих одной из главных задач, которая станет гарантией безопасности современного общества. Суфизм أتشعلق لريش زينه ظلمخ أتشعلق عالش يش أتشعلقن أغوى يؤز أتشعلقن стабильность يؤز. В ходе акции, организованной главой администрации Шалинского района Турпалали Ибрагимовым, речь также зашла о наркомании. Горожанам рассказали о пагубном влиянии наркотиков не только на физическое состояние, но и психическое здоровье. В конце встречи участникам акции раздали экземпляры книги «Суфизм. Безопасность для человека и стабильность для государств». ديل قنخية تنبيزيشن الله ديل ريز ولايشن يرسمن يدغ لايشن إيمان يحضر شقلق لايشن شيدانا ديقل دلايشن جين خلش دال حارب دين دول جمالرنا جين خلش دال حارب إن يوشتركو تكشنا مقرداتشن إيغمال وليش يهم شنتك أنسانا شوح يشوعيه وغير تستعشون إبيعش أشواليين يشتغل ويداش دول قمال دقد هايك ليش.
Православные республики скоро смогут молиться в новой церкви. В Наурском районе близится к завершению строительства храма Рождества Христова. А накануне здесь состоялось важное событие – освящение куполов и креста святыни. Подробнее расскажет Алевтина Банадыкова. Третью седмицу Великого Поста православные жители станицы Наурской встречали вместе с епископом Махачкалинским и Грозненским Варламом. Утреннюю службу с отцом Авросием для прихожан священнослужители провели накануне важного события – освящение 2 куполов и крестов нового храма Рождества Христова. Уже после завершения службы Варлам прочитал проповедь всем прихожанам. Мы должны помнить, что ради нас снишедший Бог, Он придет нас судить. Он придет и спросит нас о наших делах, и сам Он об этом говорит. Когда я приду судить живых и мертвых, какие вопросы Он будет нам задавать? И эти вопросы, обратно же, братья и сестры, касаются любви к Богу и любви к ближним. Сегодня все православные строго держат Великий пост. Он закончится 12 апреля, когда христиане будут отмечать Пасху. В эти дни воздерживаются от мясных и молочных продуктов. Кушать можно только 1 раз в день, вечером. Боже, помощь мою во мне, Господи, помощи почися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся спят. Храм станицы Наурской начали возводить еще 2 года назад. Епископ Махачкалинский и Грозненский помнит, как по строительству он сам лично закладывал капсулу. Поэтому освящению куполов и крестов будущего храма Варлам придает особое значение. Чтобы люди могли прийти, помолиться, а мы всегда в церкви молимся за тех, кто строил храм, кто жертвовал на храм. Поэтому эта молитва, покуда стоит храм, будет всегда произноситься в этом храме. Я благодарю всех, кто потрудился, и прихожан, которые сегодня рядом, здесь мы вместе, это наша общая радость. Конечно же, и главу республики благодарю. После молебна священнослужители вместе с гостями решили посмотреть, какие работы идут внутри храма. Сегодня строители возводят иконостас. О чем мечтают прихожане, так это о том, чтобы на нем сделали роспись, которая бы повествовала о жизни Иисуса Христа. У нас 2-й храм после Грозненского. Сейчас у нас на стадии завершения в Сунжинском районе. Отвод земли уже завершен в Шилковском районе. Всего их будет 4. По последним подсчетам, без статистических подтверждений, более 30 тысяч русскоязычного населения в республике. Сегодня строительство храма Рождества Христова в станице Наурской на стадии завершения. Уже возвели несущие стены и совсем скоро приступят к установке освященных куполов. На первую службу в новой церкви прихожане планируют прийти уже на Пасху. Алевтина Банадыкова, новости. Кризис не помешает приобрести свою жилплощадь. В республике действует программа «Жилье для российской семьи», которая направлена на строительство многоквартирных домов эконом-класса. В таких многоэтажках 1 квадратный метр жилья в регионе будет стоить не более 30 тысяч. О преимуществах госпрограммы и о том, как она реализуется в Чечне, расскажет Милана Манаева. Ипотечный квадрат – это сегодня не призрачная иллюзия, а реальность. Ведь для многих это единственная возможность приобрести свою жилплощадь. В регионе сегодня строится в основном элитное жилье и жилье бизнес-класса. Большинство оно не по карману. Только в прошлом году в строй было введено 50 тысяч квадратных эконом-метров. Однако власти и здесь идут навстречу простым жителям. Программа «Жилье для российской семьи» рассчитана на то, что оно будет строить в регионе не дороже 30 тысяч за квадратный метр. 40 тысяч квадратов планируют по ФЦП построить всего лишь за 3 года. Программа предоставляет механизмы содействия застройщикам, чтобы они больше строили жилье эконом-класса. Там есть несколько направлений, по которым им, с одной стороны, через агентство ипотечного жилищного кредитования выкупают инженерные сети, потом эти сети дают в аренду эксплуатирующим организациям, то есть снижают затраты на стоимость квадратного метра жилья. Также реализуются мероприятия программы «Стимул», по которой застройщики могут получать на льготных условиях кредиты. Риэлторы сегодня рисуют нерадужную картину. Цены на жилье подскочили на 10-15% и составляют 40-45 тысяч за квадратный метр вместо прошлогодних 30-32. Для Чечни это дорого, ведь в соседних регионах жилплощадь дешевле на несколько тысяч. Сегодня говорить о том, что люди активно приобретают, нет. Значит, те, которые сегодня, еще вчера готовы были купить, сегодня речь считается о съеме и жилья, и объектов, соответственно. Кто бы мог еще в декабре заглянуть в будущее и увидеть, как изменится курс и подорожает квартира. Даже если продать сейчас по рыночной цене жилье, купленное год назад, люди все равно останутся в долгу у банка. В сухих цифрах валютной ипотеки всего ничего. Кто должен и сколько? За 2014 год у нас было принято 107 071 заявление на регистрацию прав.
За 2013 год чуть больше 68 тысяч. Рост по этому направлению составил 57%. Зарегистрировано прав свыше 116 тысяч в 2014 году. В аналогичном периоде 2013 года 86 833, прирост на 34%. Ну и квартиры в 2014 году зарегистрировано чуть более 35 тысяч, в аналогичном периоде 2013 года 30 433, прирост составил 15%. Сегодня в республике работает ассоциация риэлторов и попечительский совет. Туда входят депутаты парламента, представители агентств недвижимости и 2 банка – Сбербанк и Связьбанк. Региональные власти от строительства жилья бизнес-класса переходят к классу эконом. Так, например, в Урс-Мартане есть площадка в 20 тысяч квадратных метров под жилье. Также свободные площадки есть в Очхой-Мартане и Гудермесе. Осталось только найти застройщика. Милана Манаева, Левтина Банадыкова. Новости. Программа «Новости» продолжает рубрику «70 лет Победы», в рамках которой рассказывают о подвигах чеченских солдат в Великой Отечественной войне. Сегодня герои нашего сюжета – 2 уроженца села Кулары, которых чествовали в местной школе. Сюжет Аслана Лебукаева. Уроженцы селения Кулары Ахмед Устарханов и Хаиса Амаев, ветераны Великой Отечественной войны, участвовали во многих битвах, о чем свидетельствуют эти награды. Их имена увековечены на аллее славы, в их честь названы улицы. Не забывают о своих героях и односельчане. В сельской школе героев вспоминали на эстафете памяти. Ахмед Устарханов был награжден 3 орденами Великой Отечественной войны, орденом Красной Звезды и 14 медалями. Амаев одним из первых добровольцев ушел на войну. Первый бой принял под городом Ростовом, действующей части Красной Армии. Почтить память ветерана войны пришли и гости, среди них и сыновья Амаева и Устарханова. По такому случаю школьники подготовили специальную программу. Они рассказали историю о нелегкой жизни солдат на фронте. А одна из самых юных участниц прочитала стихотворение. Чтобы принять эстафету памяти, сюда прибыли представители Алханкалинской школы. Организаторы акции передали им символическое знамя победы. Сегодня мы провели мероприятие, посвященное памяти героев Отечественной войны. У нас называется он проект эстафеты. Надеемся, что вот эту работу эстафета перехватит школы Гродненского района, не только Гродненского района, но и школы всей республики. Мы над этим будем работать, чтобы подрастающее поколение знало о тех героях, которые защищали наше Отечество. В рамках акции будут проходить также конкурсы и викторины. Эстафета памяти пройдет во всех школах, городов и районов республики и завершится к 70-летию со Дня Великой Победы. Асан Аль-Букаев, Султан Умаров, Зелимхан Закаев. Новости. Как перейти дорогу на сложном перекрестке? Сотрудники ГИБДД общественных организаций «Богословы» провели акцию «Внимание, пешеход». В ее рамках автомобилистам и прохожим раздавали специальные брошюрки с правилами безопасного поведения на проезжей части. Подробности у Зураба Центроева. Зачем рисковать, если можно безопасно пройти? Чтобы объяснить нарушителям, что не стоит ставить под угрозу свою жизнь, переходя проезжую часть в неположенном месте, сотрудники ГИБДД проводят акцию «Внимание, пешеход», раздавая брошюры и проводя профилактические беседы. В рамках этой акции, когда совместно привлекая все службы работаем, раздаем, кроме того, что проводим беседу профилактические с пешеходами, раздаем вот такие вот памятки для пешеходов. Вот. С правилами безопасного поведения на улицах и дорогах, также юным пешеходам. Жертвами ДТП из числа пешеходов чаще всего становятся подростки. За первые месяцы этого года в аварии попало 10 детей, и в большинстве случаев с летальным исходом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность на дорогах увеличилась, и именно поэтому и проводится акция. Подобная акция прошла в Гудермесском районе. Сотрудники администрации, богословы, студенты, школьники и активисты патриотического движения «Ахмат» совместно с работниками госавтоинспекции раздали более 20 тысяч брошюр автолюбителям и пешеходам, призывая их быть более бдительными на дорогах.
Проинспектировал посты, на которых проходит акция, и глава администрации муниципального района Заур Хизриев. Он пообщался с ребятами и сам принял участие в акции. Также глава администрации района посетил пост на участке федеральной трассы «Кавказ» в поселке Ойсхар. Он пообщался с сотрудниками ГИБДД и попросил их быть максимально вежливыми с автолюбителями при разъяснении им правил дорожного движения. Зураб Центроев, Аслан Эльбукаев, Тамерлан Арсанукаев. Новости. На этом у меня все. Мы будем держать вас в курсе событий. Оставайтесь Грозным.